и вызывает, наверное, ненависть Кремля. И вот соображения, которые высказал Айдар, они вообще заслуживают очень серьезного рассмотрения. Тем более, что пока главой администрации остается кремлевский агент Ермак, оперативная кличка Козырь. Козырь, Мгм. таких фокусов вполне можно ожидать. Подождите, я впервые слышу про оперативную кличку, про все это самое. А мотивируйте, откуда вы это все знаете? Это известно, это уже достаточно давно известно. Ну, посмотрите того же генерала СВР. Ну, кличка, может, впервые слышишь, а действия Ермака с первого протокола, подписанным своим куратором Сурковым еще в июле 2019 года и до марта, когда он подписал с Козыком документ о консультативном совете РДО. И это все предательские действия, направленные на реализацию кремлевского плана легализовать в украинском политическом правовом поле свой военно-террористический плацдарм. Ну, смотрите, Андрей Андреевич, во-первых, ничего этого не получилось в итоге, да, в любом случае. Во-вторых, почему вы усматриваете связь между Ермаком, там, кем бы он ни был, да, и историей с АТР? Формально здесь офис президента никак не задействован, да, это правительственные чиновники, там, министр, там, вице-премьер и так далее. Почему вы проводите связь с Ермаком? Какие у вас причины так говорить? По вашему каналу вы сами только сейчас убедительно нам рассказали, что вопрос вашего канала – это вопрос политический. И два крупнейших политика, наиболее влиятельных, занимающих крупнейшие должности в Украине сегодня – это Зеленский и Ермак. Ну, можно еще добавить, если говорить о влиянии личного Зеленского, можно еще добавить Коломойского. Так что этот вопрос наверняка решался именно внутри этой тройки. Ну а как коррелируются тогда вот эти вещи? А вот то, что вы отметили выше, с одной стороны, Зеленский закрывает каналы кремлевских вурдалаков, с другой стороны, пытается закрыть телеканал АТР, Министерство реинтеграции по вопросам внимания временно оккупированных территорий. С другой стороны, они говорят о создании крымской платформы. Ну что это, если не диссонанс? Ну, власть киевская, она неоднородна. В ней есть люди, вот, которых я давно называю во всех своих передачах на Украину коллективным Маннергеймом, сопротивляющимся агрессии. Это министр иностранных дел Кулеба, это секретарь безопасности Данилин, это вице-премьер Резников. У вот этих людей всегда была твердая патриотическая позиция. А есть люди, которых я упомянул, Ермак, Коломойский, масса других. Вот, Андрей Андреевич, а вы знаете, что как раз названный вами вице-премьер Резников как раз и отобрал деньги у АТР, перекодировал их внутри министерства с субсидии на услуги министерству, прекрасно знаю, что основные наши расходы это никакие не снятие роликов в Крымце Украина, а трансляции через спутники, аренда помещения за оборудование, и мы не можем, потому что физически он подписал нам приговор, именно тот человек, которого вы назвали. Вот это его имя там, собственно, единственное, которое мы знаем в принятии решений. Мне он известен по своей политике взаимоотношения с Россией и введением переговоров в так называемом нормандском и минском формате. Если он принял, еще раз, вы же сами все это объяснили, что это возможный компромисс внутри власти, власть, которая неоднородна. Но еще вам скажу интересные вещи, просто я так понимаю, что вы не пристально анализируете, понятно, события в Украине, это объяснимо, вы как бы не украинец, но ситуация еще и в том, что то же самое министерство под руководством того же самого человека, значит, сейчас редактирует закон о коллаборационизме, о переходном правосудии он называется, да? Откуда? Это просто интервью самого господина Резникова. Откуда он гордится тем, что уберут понятие коллаборант вообще? Это первое. Это без деталей, но говорят, что
говорят, что, значит, то есть там вообще все другое, чем раньше было в этом законе. Юристы, которые разрабатывали, они в ужасе. Но я детали просто не знаю. И самое главное еще, он объявил, что, значит, это вообще для нас было шоком, что оккупанты, ну, население, которое приехало в Крым за период оккупации, может там оставаться. И после того, как Крым станет украинским. Привет, мы приезжаем в Крым с Гульсум, а нас там уже 0,5%, да, по сравнению с тем, что было 15, да, то есть они приехали и остались. Я ему как бы вот открыто писал, говорил, что это просто и иностранные люди не понимают, они говорят, это нарушение всех международных конвенций об оккупации. Что они пишут, что они говорят. Но если это не сдача национальных интересов Украины, ну, в моем понимании, тогда у меня просто тогда, значит, разрыв логики у меня какой-то в голове. Может, я чего-то не понимаю, может, действительно так принято во всем мире приглашать оккупантов оставаться на оккупированных территориях. Ну, не знаю. Ну, знаете, Айдар, раз вы такой замечательный украинец, а не украинцам и нечего здесь разговаривать, нет, то давайте... Вы меня не поняли, Андрей Андреевич. Вы меня не... Я же не упрек. Я говорю... Андрей Пянковский меня не понял просто. Андрей Андреевич, вы совсем не поняли. Я просто сказал, что вы не украинцы, вы не обязаны за этим наблюдать внимательно. Поэтому я надеюсь, что наши редакторы с вами свяжутся и объяснят, что я никоим образом не хотел сказать, что вы не можете что-то говорить. Наоборот, нам интересно ваше мнение из-за океана, тем более вы в Америке живете. Это совсем было не про то.